Быть независимым и компетентным голосом деловых людей. Такова задача Торгово-промышленной палаты Якутии, которая сегодня проводит первый съезд членов организации. Какие малые и крупные предприятия сотрудничают с Торгово-промышленной палатой и насколько им это интересно, в сюжете ЯСИА. Согласно закону Российской Федерации о торгово-промышленных палатах России, единственная структура, которая именно является торгово-промышленной палатой, имеет право официально лоббировать интерес бизнеса перед органами государственной власти. Поэтому бизнесу, членам нашей палаты и тем, кто еще не вступил, это очень надо. Это наша задача – осуществить взаимодействие бизнеса и государственных органов власти. Стоит отметить, что активная деятельность палаты началась с 2010 года, хотя сама организация существует с 1991. В настоящее время Торгово-промышленная палата Якутии объединяет более 400 предприятий, имеющих более 100 тысяч рабочих мест. Сегодня в Москве уже имеется 12 крупных предприятий и организаций, которые стали членом Торгово-промышленной палаты Якутии. И 5 предприятий сегодня членов Торгово-промышленной палаты Якутии в Санкт-Петербурге. На первый съезд Торгово-промышленной палаты прибыло свыше 200 представителей малого, среднего и крупного бизнеса, а также руководителей ведомств и министерств республики. Среди делегаций был новый член палаты, генеральный директор Санкт-Петербургской международной группы компании «Севзапканат» Иван Медведев. Мы поставляем краны на станцию Нижний Бестях, которая будет эксплуатировать железные дороги Якутии. Мы поставляем туда портальные краны. Планируем в Якутске создать в ближайшее время филиал, который будет осуществлять дилерские, сервисные функции. Впоследствии мы планируем в Якутии, мы еще не решили, где, в Якутске или Нюринге, или в Алдане, создавать производство в перспективе высокоточного оборудования, чтобы не возить через всю Россию болты, а производить непосредственно уже здесь. Предлагаем, соответственно, свои услуги для того, чтобы поднимать экономику Якутии, потому что через Якутию в ближайшее время будет проходить множество инфраструктурных проектов, связанных как с транспортом, так и с газотранспортом. И будем максимально в этом участвовать. Мы будем надеяться, что сотрудничество с Торгово-промышленной палатой нам поможет наладить связи с другими промышленными и инфраструктурными отраслями Якутии. И будем все трудиться во благо наших республик и государств. Мы сегодня присутствуем на съезде членов Торгово-промышленной палаты, чтобы довести до предприятий информацию о том виде страхования, который позволит им сохранить средства своих предприятий. В связи с тем, что периодически возникают события, требующие привлечения как пожарных команд, средств МЧС, вертолетов, предприятия эти расходы несут самостоятельно. Страховка позволит получить компенсацию всех понесенных расходов в соответствии с действующим законодательством. Общение между собой членов Торгово-промышленной палаты, оно, безусловно, приводит к положительным результатам. Стоит отметить, что в 2014 году Торгово-промышленная палата Якутии была объявлена лидером по приему членов в палату. Если малый и средний бизнес получит возможность работать по-настоящему в полную силу без бюрократических ограничений, если он будет поддержан, то прорыв действительно возможен. И вклад этого предпринимательства в экономику республики резко возрастет. Надежда Ефимова, Джулустан Трофимов, ЯСИА.